Это студия на открытом воздухе. В эфире программа Ice News, и я ее ведущая Сарглана Неустроева. Сегодня в эфире. Школьники Амгинского района стали участниками программы подкормки косуль. Программу Voice to Med внедрили в работу Якутской городской больницы номер 3. Активистки Центра колонетики и танца устроили танцевальный флешмоб в одном из самых живописных мест республики. Глобальное изменение климата привело к сокращению участков гнездования стерхов в северо-восточных тундрах на севере республики. Так, птицы прилетают в якутскую тундру в конце мая. При отрицательной температуре воздуха в первой декаде июня прирост популяции наиболее низок. А с учетом смертности молодых особей в течение первого года жизни практически может быть сведен к нулю. Начинающий рэпер из Нерюнгри покоряет интернет. 2 года назад Даг Бабадиев переехал в Санкт-Петербург, где и начал свою карьеру музыканта. Сейчас его инстаграм насчитывает более 50 тысяч подписчиков, а его музыкальные композиции набирают сотни тысяч просмотров и прослушиваний. Помимо прочего, недавно Бадиев и его команда начали работать с российским музыкальным лейблом Rhymes Music. Воспитанники станции юных туристов приняли участие в акции подкормки сибирской косули в Амгинском районе республики. Дети с преподавателями посетили здание инспекции государственного экологического надзора в Амге, наглядно ознакомились с работой инспекторов и выслушали лекцию. Также школьники совместно с преподавателями и инспекторами на лыжах расчистили от снега стационарные кормушки и выложили у них зерна на участке моркой. Якутская городская больница номер 3 стала пилотной площадкой для апробации программы Voice to Med. Данный продукт распознает речь врачей и переводит ее в текст. Тем самым облегчает работу медиков и ускоряет документооборот. Также в программе предусмотрена возможность установки определенной команды. То есть по кодовому слову можно найти нужный пункт и заполнить его. Еще одно преимущество Voice to Med – программа не требует подключения к интернету, а поддержка специализированных словарей позволяет распознавать и корректно оформлять медицинские термины. Программу пока установили в кабинете компьютерной томографии и УЗИ. В последующем хотят установить ее во всех медицинских кабинетах. Врач больше внимания будет уделять личному осмотру пациента. Вот смотрите, да, врач будет ходить с наушником, будет расспрашивать, говорить, и в это время он будет осматривать пациента. Но мы себе такое представляем. В конце проекта, я так думаю, что-то исполнится, но в принципе в других регионах это уже идет вовсю. Я так думаю, что наша республика тоже идет в ногу со временем. Наша больница оказалась как бы проектным объектом, да. В Египте огромные насыпи соли стали популярными среди местных туристов. Многие увидели в них возможность, не покидая страну, хотя бы немного почувствовать зиму. Подробности в материале Рейтер. Город Порт-Фуат этой зимой стал местом притяжения для египтян. Туристы приезжают сюда ради соляных холмов, которые очень похожи на зимние горы. Одни готовы потратить несколько часов ради захватывающих снимков, где эффект парящих в небе снежинок достигается за счет белых кристаллов. Другие пытаются прочувствовать, что значит скатиться с горки. Это очень похоже на снег, говорит студентка Самара Хамди. Когда мы публикуем наши фотографии в интернете, многие думают, что мы уехали в страну, где идет снег. Место, которое многие сравнивают с Москвой и другими городами, где снег не редкость, на самом деле не что иное, как хранилище соли. Она идет на экспорт как раз в зимние страны, где ее используют в качестве реагентов. Популярным же это место стало всего пару месяцев назад, когда кто-то выложил онлайн-снимок человека, спускающегося с соляной горы. Фотография моментально разошлась по сети и привлекла внимание многих. Теперь эти холмы стали местной достопримечательностью. Посмотреть на них бесплатно может любой желающий. Власти региона рассчитывают за счет такой зимней экзотики развивать местный туризм.
Якутские спортсмены продолжают подготовку к первенству и чемпионату России по кикбоксингу. Он пройдет в столице региона с 6 по 11 апреля. Соревнования будут посвящены 30-летию триумфа Александра Иванова на чемпионате мира. Напомним, что в 1991 году именно воспитанник якутской школы кикбоксинга первым из спортсменов Советского Союза выиграл титул чемпиона мира. Сейчас проходит заключительный этап подготовки к домашнему чемпионату. В состав сборной Якутии вошли 27 спортсменов, которые будут соревноваться в 3 весовых категориях. С декабря месяца уже готовимся в Дохсуне. Вот как вы видите, в Дохсуне вот это футбольное поле. На футбольном поле мы установили 3 ринга. У нас вот есть новый спортзал, оборудованный полностью спортивными инвентарями. Так что молодежь готовится, и надеемся, что они будут проявить себя в лучшей стороны. Перейдем к обзору социальных сетей. Редкий человек в детстве не любил лазать по крышам гаражей. Излюбленное развлечение 90-х теперь добралось и до братьев наших меньших. Так очевидец запечатлел на видео стаю собак, неизвестно как, попавшую на крышу гаража. А тем временем забавная ситуация приключилась в одном из сельских клубов республики. Там во время концерта очень активный зритель решил подбодрить выступающих зажигательным танцем. Хореографические и артистические способности мужчины высоко оценили пользователи соцсети Instagram. Поклонники творчества Алины Загитовой готовятся ко встрече со своим кумиром. Сегодня группа фанатов устроила флешмоб на одном из катков города на коньках с плакатами. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию станет специальным гостем на фестивале «Мусустар», который состоится в столице республики 26 и 27 марта. В рамках своего визита фигуристка выступит на арене Элей Ботур, а также проведет мастер-класс для юных воспитанников Ледового дворца. Людей в мессенджерах, в WhatsApp, в Инстаграме. Очень охотно все согласились и очень ждут Алину Загитову. Хотят ее встретить в аэропорту, готовят классные подарки и плакаты. Общественная организация «Центр колонетики и танца» устроили танцевальный флешмоб. Так, 57 женщин станцевали на фоне ленских столбов. По словам организаторов флешмоба, их цель – это оздоровление и пропаганда здорового образа жизни путем физически посильных упражнений и танца. Ранее активистки организации устраивали флешмоб в парке культуры и отдыха при температуре минус 50 градусов. Вот так под лучами солнца на одной из самых красивых локаций республики наши дамы встретили весну. Это были самые весенние новости на сегодня. У меня к этому часу все. Я с вами прощаюсь. До встречи.